Мы обязаны осуществить все мероприятия по модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий. Люди должны почувствовать реальные изменения в водоснабжении и качестве воды, причем некоторые уже сейчас, заявил в Рио глава республики Махмуд Али Калиматов на совещании о мерах по улучшению водоснабжения в регионе. По его словам, перед властями региона стоит комплекс задач, связанных с исполнением майского указа президента России, в котором определены стратегические направления развития страны на период до 2024 года. Калиматов выразил серьезную обеспокоенность сложившейся ситуацией с подачей воды. Множество жалоб от жителей региона поступает и в адрес в Рио главы Ингушетии. Он отметил, что в регионе неоднократно принимались программы и намечались сроки окончательного решения проблемы водоснабжения. Планировалась замена всех изношенных водопроводных сетей и обустройство необходимого количества скважин, выделялись соответствующие средства. Но проблема водоснабжения все еще полностью не решена. По словам в Рио главы Ингушетии, такая судьба не должна постигнуть проект «Чистая вода», реализуемый в рамках национального проекта «Экология». Махмуд Али Калиматов подчеркнул, что независимо от причин необходимо в кратчайшие сроки решить вопросы предотвращения перебоев в подаче воды. Значит, у нас даже те средства, которые выделяются, они у нас используются ненадлежащие и ненадлежащим качеством труб применяемых. Вот просто трубы. Покупаются в соседних республиках трубы. И я это знаю достоверно. Они песком или чем-нибудь, ну есть такой обжиг или что-то еще, очищаются, прокладываются. Я просто хочу поставить в известность. Мы их будем выкапывать, показывать всем по телевидению. И вы знаете, мы людей отвлекли, чиновники, отвлекли от их забот и хлопот всякими лозунгами, речевками. А им нужна просто чистая вода, светлая там, комната, чтобы свет горел. Как часто Роспотребнадзор заборы делает воды? И у вас это не предусмотрено? Не, вот, например, емкости у нас стоят. Вообще, вы мне можете, вот, прошу, протокольная часть где? Есть? Вот запишите, дайте мне сведения сегодня же с актами проверок емкости по проверке и результаты качества воды, которую вы проверили. И конкретно исполнители, кто у вас из инспекторов выезжал, какие меры принимал, возбуждалась административка, не возбуждалась, какой забор, порядок забора, технология забора, не нарушено ли это. То есть все вещи, которые ориентированы на добрую, хорошую воду людям. Это один штрих. И по трубам. Есть ГОСТы, стандарты, все откуда брали трубы. Все, которые применялись и где заменялись за период, например, 3 года. Не например, а 3 года. Берите мне их диаметры, качество, источник завода, где они покупались, договора, счета, которые пошли оплату этих предприятий, то есть продукции этой. И потом технологии монтирования, замки на 100 метров или на каждые полметра, потому что хомуты это понаденут на 100 метров 10, а потом вода еще не идет. Вы разберитесь, почему нет, и по водоканалу тоже, я уже, правда, уже говорил, и представитель правительства, мы обсуждали этот вопрос. Вникните в эти вопросы. Я даже вам скажу, что не важно, что деньги, вы знаете, я вот представитель правительства сказал, вот какая-нибудь точка будет готова, я говорю, давай вдвоем выйдем, прям вот с этого крана нальем, или там с этого, и вдвоем ее выпьем. Вопрос стоит в том, и деньги ни при чем, по большому счету, и трубы ни при чем, и все ни при чем. Ну, воды-то нет. Вы людям воды дайте, пожалуйста. Они-то просят воду. А не какие труды мы там затрачиваем, какие фонды мы привлекаем. И теперь приходится разбираться поэтапно.